Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алексей. Сегодня я продолжаю вас знакомить с ароматами компании Avon. Тем, кто впервые смотрит данное видео, хочу сказать, что это уже 8-й выпуск. Поэтому, если вы хотите посмотреть больше выпусков, то зайдите в описание этого видео, и там вы можете найти все выпуски. Ну, а сегодня у нас в этом выпуске будет знакомство с линейкой Avon Lac. Довольно очень интересная линейка. Она представлена в парных ароматах, то есть есть и мужской, и женский. На сегодняшний день в этой линейке 6 ароматов. Ну, то есть 3 женских и 3 мужских. И давайте непосредственно перейдем к затестам и посмотрим. Я дам исключительно свой честный отзыв, какой аромат мне нравится, какой аромат мне не нравится, что бы я вам посоветовал. Ну а что, прежде чем вы будете покупать, заказывайте всегда пробник, об этом я вам говорю. Итак, первый аромат в этой линеечке, это, как я всегда говорю, это классический аромат Avon Lac. Я уже не помню, когда он вышел. Вышел он очень, в принципе, давно, и его, кстати, представляла какая-то заграничная звезда даже. Вот, мне очень нравится у этих ароматов довольно оригинальный флакончик. Здесь вот, смотрите, колпачок для пульверизатора. И вот у многих есть ошибка, дергают за этот бантик. Он на самом деле, видите, снимается, но его ни к чему снимать абсолютно не надо. Так, это у нас первый аромат. Женские ароматы, они представлены у нас в объеме 50 мл. Первый аромат, он идет восточно-цветочный фруктовый аромат. Давайте его качнем. И будем пробовать его. Так, в составе этого аромата у нас идет искристый бергамот, ночной цериус и теплый сандал. Ну, знаете, забегая наперед, хочу сказать, это один из самых, наверное, популярных среди женских ароматов. Он пользуется спросом и днем, и ночью, ну, то есть и летом, и зимой, и в любое время года его берут очень-очень хорошо. Я, знаете, когда у меня просят сладкий аромат, я всегда его рекомендую, потому что он, мне кажется, на сегодняшний день это самый такой сладкий аромат. Но... Так, что качается? Но на самом деле он довольно насыщенный. У него, правда, классный сладкий шлейф. И он, скажу вам честно, он очень-очень стойкий. Этот аромат у меня даже в прошлом или позапрошлом году в топе был. Он был в топ самых продаваемых ароматов. Он мне очень нравится. Но он очень сладкий. То есть, если вы любите прям сладкие ароматы, то это вам сюда. Ну, клевый. Ну, больше всего, конечно, наверное, сандал. Вот, мне кажется, сандалом больше всего он пахнет. Ну, очень клевый. Не знаю. Следующий аромат, который в этой линеечке вышел, это Lac Livitis. Он по цвету немножечко отличается, такой голубоватенький цвет. Но в дизайне он абсолютно такой же. То есть у него тоже идет колпачок и идет бантик, который, как я вам уже говорил, снимать не надо. Такой бантик. А то у меня один раз, знаете, клиентка, когда получила аромат, она вот так вот дергала раз и сняла его вместе с колпачком. Так, но этот аромат уже, в отличие от его первого аромата, давайте по традиции нюхнем кофейку, чтобы был честный наш обзор. Так, это у нас аромат идет цветочно-фруктовый аромат, но он уже не восточный, то есть он уже, наверное, должен быть Да, господи, боже мой. Так, в составе этого аромата у нас красная помела, страстоцвет и янтарь. Ух ты! Вау! Слушайте, ну он клевый.
Почему я раньше на него не обращал внимания? Потому что я привык, что у меня всегда заказывают вот этот сладенький аромат. Этот как-то... Ух ты, блин, малин. Надо заказать пробников и прям клиентам раздарить. Он очень такой клевый, он свежий. Он тоже сладковатый, но не такой сладкий, как предыдущий. Ой, ну он мне больше нравится. Слушайте, не знаю, прям такой клевый, прям не знаю, аромат загадки какой-то. И третий аромат в этой линеечке, это буквально вот он вышел недавно, по-моему, осенью прошлого года, или уже зима. Давайте его откроем. Это идет древесно-фужерный аромат в составе аккорд. Внимание, в составе шампанское, друзья мои, шампанское. Ну зачем мусорить, когда можно было положить на стол? Шампанское, значит, золотой жасмин и ваниль. Ну, ваниль, значит, наверное, будет сладкий. Не знаю, честно, я не помню этот аромат, поэтому вот сейчас вместе с вами мы его и попробуем. Смотрите, у него уже совсем немножечко дизайн изменился. Не знаю, почему решили бантик убрать. Мне кажется, с бантиком он был бы интересный. Ну, такой вот фиолетовый какой-то цвет, но симпатичненько. Симпатичненько. И вообще, смотрите, как они все три клево смотрятся. Даже уже так чувствуется интересный аромат. Шампанское сейчас как в голову ударит. Так. О, кофе с шампанским, друзья мои. Ну, я даже не знаю, что сказать, слушайте. Слушайте, ну если вы помните предыдущие мои ароматы, мои предыдущие обзоры ароматов, у меня такого еще не было. Мне нравятся все три эти аромата. Абсолютно все три. То есть можно их под разное настроение, под разное время года. Они все достойны. У них очень богатый аромат. Он тоже такой более свежий, но... Нет, этот Limited, он все-таки свежее, чем Lakme. Lakme послаще. Но они, два вот этих аромата, они намного легче, чем этот. Этот все-таки такой, знаете, насыщенный аромат. Вот, но и тем не менее, знаете, его все равно берут хорошо. Ну что, давайте перейдем к мужской линейке. Я специально в первую очередь протестировал женский, потому что они менее такие. Вдруг мужские будут ядреные. Честно, тоже не помню. Ну, конечно, я классический аромат более-менее помню. Скажу честно, что он мне нравится. Он у меня был даже, по-моему, в фаворитах в прошлом году. Но в этом году вышли новые ароматы, и поэтому он у меня ушел как бы в тень. Итак, это у нас классический аромат Avon Lac For Him. Такой For Him. Так, классический аромат у нас идет древесно-амбровый аромат. Ну, блин, малин, опять древесный. Ну, правильно, мне же нравятся, оказывается, древесные ароматы. А что мы не открываемся? О, даже следа такая, что качественная клеенка. Качественная клеенка. Вот, кто не видел, смотрите, у них, у мужских уже, ну, более такой, наверное, брутальный дизайн. Ой, ты перевернул. И смотрите, внимание, вот такой вот колпачок. То есть здесь нету, как вот на женском аромате, вот этой вот закрывашки. Здесь абсолютно все прозрачно. Вот такой вот аромат. Давайте его тоже будем тестировать. Я уже забыл его вкус. Новый, аж скрипит. Кофейку нюхнем. Все падает, все шатается, друзья мои. Так. Так, в составе у него идет розовый перец, мускатный орех и сандал.
Но вот почему-то я, знаете, вот он что-то мне уже тоже Avon напоминает мужское, но он, знаете, он довольно такой нерезкий. Он не резкий, ну, классный, да, аромат довольно классный. Недаром он у меня был в фаворитах. Но я, честно, я им еще не пользовался, но вот, знаете, после вот этих всех затестов у меня уже начинают появляться дополнительные ароматы. Я начинаю для себя открывать новые двери. Но он довольно интересный, клевый аромат. Мне он нравится. Ну, давайте посмотрим второй аромат, который вышел в этой линеечке. Это у нас Lac Limitless, мужской аромат. Он у нас уже идет древесно-фужерный аромат. Если этот был амбровый, то этот уже фужерный аромат. Да елки-палки, чуть не порвал. Так. Тоже у него такой же дизайн, как и у предыдущего, только по цвету он, соответственно, другой. Давайте его качнем тоже, посмотрим, понравится ли он мне. Его я вообще не помню, этот аромат. Честно скажу, что давно его, в принципе, у меня не заказывали как-то. Ой, что-то аж прям кофе захотелось, совсем кофе не пью. Так, в составе этого аромата идет перец тимут. Что такое? Какой перец тимут? Листья корицы и ветивер. Он более такой насыщенный, нежели этот. Он поярче, так скажем. Ну-ка. Да, это, знаете, это такой, более такой какой-то вот классический мужской аромат, я бы сказал. Этот более насыщенный, он более поярче. Но он, в принципе, довольно похож на него. Все, я уже начинаю, знаете, мужские, они все-таки понасыщеннее, чем женские, мне кажется. Очень тяжело тестировать, когда их особенно несколько. Давайте третий добьем третий аромат. Ну, понятно, это третий аромат, это у нас Avon Lac Me. Ну, а здесь, в принципе, решили дизайнеры, как и женский сделать, да. Смотрите, интересно, здесь вот с бабочками. Здесь это, знаете, это типа галстук. Это типа галстук, точно. То есть здесь вот такой вот интересный аромат. Давайте попробуем. Его я точно тоже не помню. Абсолютно красиво такое. Ой, фу. Ой, все полетело. Не знаю, только вот такое ощущение, что он... Ну вот он мне что-то не нравится. Но опять же, он напоминает вот как будто этот аромат, только этот еще насыщеннее. Вот этот вот уже выдохся. Ну, классный. Все, друзья мои, башка уже вот такая вот. Вот этот он очень насыщенный. Он прям вот, знаете, он не резкий, у него все равно шлейф спокойный такой аромат. Я в замешательстве, друзья, что делать? Я даже не знаю, что сказать. Мне, в принципе, эта линейка, вот сейчас, когда я так ее протестировал, всю в куче взял, я хочу сказать, что она действительно клевая, она довольно достойная. Если подвести итоги этих ароматов, то с женских ароматов мне понравились абсолютно все. Абсолютно все ароматы понравились, но только теперь смотрите, если вы хотите приобрести такой сладкий, насыщенный аромат, то, пожалуйста, вы выбираете классический Avon. Классический Avon Lac.
Если вам хочется что-то все-таки понежнее, то, пожалуйста, вот эти два аромата. Но вот этот, он прям свежий, вот прям свеженький, то этот он немножечко сладенький. Здесь среди мужских мне больше всего, конечно, понравились вот эти первые два аромата. Это тот не мое, он рисковатый, мне кажется. Ну нет, он не рисковатый, он такой насыщенный, но не знаю, мне этот, не мой этот вкус, мне он не нравится. Вот эти два, они более такие интересные ароматы. Ну что, дорогие мои, вот, в принципе, еще один обзор подходит к своему завершению. Но я забыл сказать, что если предыдущие все ароматы, которые мы с вами тестировали, смотрели, они относились к бюджетному такому сегменту, то эти ароматы, они, наверное, такой средняя такая ценовая политика. То есть есть ароматы и дороже в компании, но вот эти вот такие средние цены. Сейчас они у нас в действующем майском каталоге, они у нас стоят 5100 тенге. Вот. Ну, решайте сами. Я считаю, что эти ароматы этой цены достойны. Мне они, в принципе, понравились. Я рекомендую вам, попробуйте. Не пожалеете, точно. Вот, теперь точно могу сказать все. На этом наш обзор завершается. Впереди еще, поверьте мне, впереди еще очень много ароматов, которые мы с вами не протестировали. Поэтому обязательно следите за выпусками моих видеороликов. Тем, кто еще не подписан на мой канал, обязательно это сделайте прямо сейчас. Подпишитесь, чтобы не пропускать новых выходов. Ну а тем, кто уже давно подписан, вы знаете, что делать. И еще у меня к вам будет маленькая просьба, напоминание тем, кто, может быть, впервые на моем канале, а может быть, кто-то и не знает, что в канале YouTube есть вкладка «Сообщество», где я каждый день практически выкладываю какую-то информацию и выкладываю какие-то новости, какие ролики у меня выйдут скоро. Поэтому заходите ежедневно в вкладку «Сообщество» и следите за моими новостями. На этом у меня все. До новых встреч. Всем пока-пока. Пока.